Остается только догадываться, сколько еще неизведанного в нашей республике. Еще бы, ведь на территории площадью более 400 тысяч километров находится около 4000 населенных пунктов. И у каждого своя, особенная история. В очередной раз, изучая карту Республики Коми, мы неожиданно для себя обнаружили на ней рай. Небольшую деревеньку в Сысольском районе. Чтобы узнать, какая она, райская жизнь, мы направились на юг нашей республики. Координаты у этой деревеньки предельно точные. Находится она строго по меридиану 50 градусов восточной долготы. Однако поиск обетованной земли затянулся. Благо жители села Визинга, через который пролегал наш путь, на вопрос, где находится рай, никакого удивления не выказывали, а как могли, объясняли, куда и какое количество раз надо завернуть, чтобы оказаться в нужном для нас месте. А извините, не подскажете, как в рай добраться? Это вот по той дороге прямо. По какой? По этой? Да, вот дорога вот эта вот, да? Ну, прямо. Теперь точно должны найти место. Едем. Мелькают дома, одна за другой сменяются деревеньки. Дорога начинает сужаться, а никакого рая до сих пор не видно. Здравствуйте. А до рая далеко? Рай там. Рай? Проехали уже? Да. Это Катытпон. Это Катытпон? Да. А до рая далеко обратно возвращаться? Что-то мы никак не можем добраться. Километр? 1,5 километра. Ну и дела. Будем меня снимать там. Ну спасибо. Ну, вам спасибо. Как оказалось, найти дорогу в рай не так-то просто. Раньше здесь стоял большой указатель с названием деревни. Впоследствии его заменили на вот такую вот маленькую табличку. Рай расположился на возвышенности, на берегу реки Большая Визинга. За 3 столетия, что стоит эта деревня, в ней сменилось уже около 12 поколений жителей. В середине прошлого столетия в деревне насчитывалось около 90 домов, в которых проживало почти 200 человек. На сегодняшний день домов осталось 60. 22 из них зимуют. Остальные используют как дачи, либо пустуют. Постоянных жителей рая 41 человек. Не кусается? Ой. Здравствуйте. А здесь давно живете? А здесь вот только 4 года. А вам нравится здесь жить? Нормально жить. На пенсии-то что делать в городе? А почему раем назвали? Никогда не спрашивали? Не знаю это как назвать. Надо вот у старых спросить, почему называется раем. Может, места красивые из-за этого? Может быть. А как жители рая называют? Райчане? Нет, не знаю, как называют. Райчанами вроде никого не называют. Райские, просто райские. Если по-полному, так райчи. Райчи. А в основном это райчи. Так целиком называется. 3 деревни. Генрих Сергеевич Майбуров – коренной житель рая, райча. Зиму проводит в Сыктывкаре, остальное время трудится здесь. Восстанавливает 2 старинных дома, один из них родительский. У нас Сава родовой спрашивает, Майбуров где живет? Другие так это значит вот, смотрят и удивление, где он живет, кто он такой. А когда говорят Сава Геня, то сразу же знают, что он находится там-то, идите туда-то, и там вы встретите его. Здесь жили Чурку, хотя они Дикоевы. Дикоев Степан Васильевич, а знали только Чурку Степан. И так далее. Я могу всех перечислить, но что, ясно, что вот именно таким образом вот деревни очень быстро узнавали друг о друге. Дома здесь большие, добротные. Построены они искусно и на века. Дом Генриха Сергеевича стоит уже 90 лет. В нем все сохранилось в первозданном виде.
Особенный предмет гордости Генриха Сергеевича – это сохранившийся еще с прошлого века ноу-хау – деревянный замок, который скрепляет жилую часть дома со стыном. Вот этот деревянный замок, он отсюда и до туда, и он тянет и там не дает растяжки сарай-то, стын-то, чтобы не отходил. А здесь оно, как всегда, внизу, что там, у нас сейчас дрова, да, дровяник. Изба обставлена по-простому, по старинке. Внутренний уют деревенского дома оберегает Зинаида Ефремовна. Он принадлежал Степану Васильевичу и Матрене Васильевне Гавената Раевская, он Дикойникова. Ну, потом, значит, в 25 году Степан Васильевич, участник гражданской войны, приехал на своем белом коне, который подарил ему Буденный, к крыльцу, значит, тещи. И Матрену Васильевну привез в этот дом. Мы сейчас находимся в такой детской комнате, где дети росли у них. Значит, во-первых, здесь такая печка специальная, чтобы быстро тепло образовывалось, чтобы дети не мерзли. И двойной пол между первым полом и вторым, сантиметров 70, песок, чтобы было не холодно детям. Наши дети тоже здесь растут, внуки, вернее. Значит, мы ее так и называем розовой комнатой. С недавних пор у каждого жителя рая есть своеобразная летопись родной деревни, книга под названием «Родом из рая». Автор книги Генрих Сергеевич намеревался закончить труд к 300-летию рая, который отмечали в 2007 году. Но материала оказалось слишком много, и свой труд летописец выпустил в свет только к 305-летию родной деревни. Какие предположения, почему назвали рай? Раем назвали, тут несколько версий есть. Вот лингвист Туркин, например, утверждает, что здесь было как бы райя. Райя – это край, граница по названию прошлого. У нас в Коми два согласных нету, райя, два а. И одно а из истории выпало, и получился рай. А почему край? Вот эти места были уже дальше ничего, как бы далеко было. Архангельск это где-то неизвестно, это слишком далеко. Где-то море, где-то неизвестно. То есть край был здесь как бы для тех людей, это был край. К названию своей деревни местные жители относятся ревностно. И до сих пор спорят, откуда оно пошло. Кто-то принимает лингвистическую версию происхождения, что слово имеет общие корни с карельским «райя» – «граница». Кому-то милее версия, что название пошло от фамилии местных жителей – Раевских. Егор Алексеевич Раевский даже не сомневается, что имя деревни дал его дед. У меня дед был, и он Раевский, Раевский тоже не сумел сказать рай, и рай получилась деревня. То есть он рай сказал и так и назвали? Да. Обе версии появления названия интересны и имеют право на существование. Так или иначе, название деревни прекрасно подходит. В межсезонье трудно оценить всю красоту здешней природы. Она действительно райская. Далеко видны широкие поля и луга. Хорошо просматриваются соседние деревни и села. Ластовый, Кыров, Сорд, Визинга. Из-под горы со всех сторон бьют ключи. Вот и первого жителя увидели. Вот так вот он поднимается, и воду поднимает. Это ведь тяжелый труд вообще-то. 300 лет уже мы с лишним течет отсюда. И не кончается. Ну, называют рудца еще, рудца. Вот, например, рудца мешка. Почему? Потому что руд – это руда, железная руда. Много железа здесь.
На желобе остается налет ржавого цвета. Но местные жители уверяют, что вода даже очень полезна. Вода имеет привкус железа, но вкусная. О. Она пока светлая, а потом она становится немножко побуревает. Вот это железо, она из трехвалентного превращается в двухвалентный. И поэтому немножко изменяется цвет. Но это через некоторое время. А так она полезная, потому что в крови тоже двухвалентные и трехвалентные, особенно эритроциты, они, строятся из этих вот систем. И поэтому они тут долгожители, долго живут. Вот этот Руд-Самишка почти 100 лет не дожил. Деревню Рай с недавних пор жители разделяют на 3 части. Каждая имеет свое название. В ключе, вот здесь, где мы были сейчас, это Дикоево. Дальше, если подняться, где мы были сегодня, это Разолчи. Раньше назывался Разолчи. Рай. Настоящий рай. Народу было там очень много. Китай-город. Вот даже так называли раньше. Третье – это Далдор. То есть дальше рая. Дальше рая, ближе к лесу. Назывался Дав. Вот такое 3 части. И до сих пор придерживается. В середине прошлого столетия в деревне Рай был колхоз, детский сад и 1 класс школы. В век 21 ничего из вышеперечисленного, к сожалению, не перешло. Домик до сих пор хорошо стоит. Это была бывшая контора колхоза «Трактор». Хотя трактора еще не было, здесь не пахали тракторы, а название колхозу давали «Трактор». И впоследствии там располагался детский сад. И до сих пор сейчас живут там. Это центральная улица деревни Рай, но лицом к ней направлены дома только с одной стороны. Все потому, что жители деревни Рай строят свои дома фасадом на юг. Причину столь нетипичного для коми-деревень расположения домов никто объяснить не может. Возможно, местные жители старались направить свои окна в сторону реки. Быть может, эта традиция осталась еще со времен, когда райские земли были обжиты чудским народом. Предположительно, их жилища также располагались на южной стороне одного из холмов. Сейчас это место называется Шойна-Чой или Мертвая гора. Вот это место впереди, где растут вот эти сосны, и раньше спахивали и оттуда известняк добивали. Стали копать ковшами и начали находить вот это самое, всякие человеческие кости, головы, там, вплоть до того, что косы попадали, игрушки попадали. И вот это место все время деревенские называли Мертвая гора. Это первые поселенцы Рая были? А может первые, потому что еще достефановские. И они поднимались, видимо, по реке, по Визинге, Большой Визинге, там Вычек до Визинга, вот до сюда, и потом убегали и спрятались сюда. А вот еще одна достопримечательность райского пейзажа – 80-летние тополя. Тополя эти тоже особенные. В городе всегда возмущается, что пух там, горло болит, там это. Здесь у нас никаких нет. Это специальные какие-то, особые какие-то тополя. Нету пуха. Вот. И приятно смотреть на них. Как и ожидалось, история этой небольшой деревеньки полна интересных деталей. Высокие холмы, неиссякаемые источники, широкие просторы, вековые тополя и стены добротных домов хранят еще немало тайн. Хочется вернуться сюда летом, чтобы в полной мере оценить всю красоту
этого поистине райского места.